26 апреля, вторник. Это 789-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Меджлис крымско-татарского народа запретили в России и оккупированном Крыму. Прокуратура Крыма признала деятельность организации исключительно антироссийской. Однако в Меджлисе говорят, деятельность представительного органа не прекратят. Намереваются подавать апелляцию и искать все возможные пути для Европейского суда. Меджлис – экстремистская организация, и ей не место на полуострове. Так решил оккупационный суд Крыма. Решение объявила председатель коллегии судей Наталья Терентьева. Суд решил административно-исковое заявление прокурора Республики Крым в интересах Российской Федерации неопределенного круга лиц удовлетворить, признать объединение, именуемое Меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность. Во время суда самопровозглашенный прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила Меджлис в сотрудничестве с террористическими организациями. Первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял парировал, исходя из логики истца, он и ОБСЕ, которые отстаивают права крымских татар, тоже относятся к террористическим организациям. Есть намерение обжаловать данное решение в апелляционный суд. Уже готова группа адвокатов, которая нам и до этого оказывала содействие. Это адвокаты наши, коллеги из Крыма, это адвокаты правозащитного центра «Мемориал» из Москвы, это юристы Украинско-Хельсинской группы по правам человека, которые нам оказывали все это время содействие. И мы ждем теперь только непосредственно уже обоснованного решения суда для того, чтобы составить апелляционную жалобу. И, в принципе, у нас на данный момент есть намерение продолжить идти по этому пути вплоть до Европейского суда по правам человека. Представительный орган крымско-татарского народа продолжит свою работу за пределами оккупированного Крыма в режиме чрезвычайного положения. Об этом заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев. Мы продолжаем обеспечивать беспрерывную и полноценную работу высшего представительного органа крымско-татарского народа Меджлиса крымско-татарского. Запрет Меджлиса может означать повторную депортацию крымских татар. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Запрет Меджлиса – сигнал Кремля для повторной депортации и геноцида крымских татар. Российский империализм готовит новое преступление. Министерство иностранных дел України мгновенно отреагировало на рішення окупаційного суда. Це безпрецедентне репресивне рішення є черговим кричущим доказом системних переслідувань кримсько-татарського народу у зв'язку з його принциповою позицією невизнання незаконної анексії Криму. Ця ситуація, що склалася, вимагає від держави-окупанта негайно скасувати це рішення. По-друге, ми вкотре закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних організацій до півострову з метою здійснення постійного моніторингу стану дотримання прав людини. Ми також звертаємося до наших партнерів, до всіх західних друзів і колег посилити тиск на Російську Федерацію. За 2 недели до сегодняшнего решения Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса. Российский Минюст внес его в перечень экстремистских общественных объединений. Протесты со стороны Украины, Турции, ПАСЕ и Госдепартамента США не остановили Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал вопрос о запрете Меджлиса внутренним российским вопросом. Отныне всем членам центрального и региональных меджлисов угрожают административные протоколы и штрафы. Эльвина Седулаева, Муслим Умеров, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Мировые лидеры заявили, что не уступят Крым. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци подписали заявление, в котором освещаются наиболее актуальные проблемы современности. По Украине лидеры вновь заявили о непризнании российской оккупации и попытке аннексии Крыма. Санкции против России будут отменены только в случае выполнения Минских соглашений в полном объеме.
Вместо Чернобыльской зоны отчуждения биосферный заповедник. Указ о его создании подписал президент Украины Петр Порошенко. 30 лет назад во время испытания турбогенератора на 4-м энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв. Здание энергоблока разрушилось. Радиоактивное облако от аварии накрыло европейскую часть СССР, большую часть Европы, восточную часть США. В ликвидации катастрофы на станции принимали участие более 650 тысяч человек из всех республик бывшего Советского Союза. Только в Крыму сейчас живет более 7 тысяч ликвидаторов и пострадавших от последствий аварии. Из-за взрыва 4-го энергоблока ЧАЭС радиоактивное облучение получили почти 8,5 миллионов жителей России, Украины и Белоруссии. Советское же телевидение рассказывало, что трагедии нет. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкая твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Искандер Изетов в зоне отчуждения оказался через год после аварии, работал и в самой станции. Вспоминает, что из средств защиты выдавали только малоэффективные респираторы. У нас была команда, рядовому составу ничего не говорить, потому что все бы разбежались, так и работали, как на войне, вспоминает Искандер. В результате инвалидность, которая передалась и его детям. Сокрытие масштабов катастрофы привели к еще большим человеческим жертвам. 37 пожарных погибли сразу от ожогов, около 200 ликвидаторов погибли от острой лучевой болезни. 5 миллионов человек до сих пор живут и облучаются на территориях, где заметно радиоактивное заражение. Только после осознания масштабов катастрофы власти приняли решение создать 30-километровую зону отчуждения. А спустя 30 лет здесь решено создать биосферный заповедник. Он станет одним из крупнейших в Украине, общей площадью 227 тысяч гектаров. Это первый важный шаг на пути возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, комментирует пресс-служба «Указ президента Украины». Обратить внимание на экологию призывают и дизайнеры графики из объединения «Четвертый блок». Они представили провокационные работы, посвященные 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и 5-й годовщине трагедии на Фукусімі. Так вийшло, що автори цієї виставки є безпосередні автори проєкту цього є безпосередні учасники подій на Чорнобилі. Професор Вікленко і професор Лісняк, куратори цієї виставки, це професори Харківської академії мистецтв і дизайну. В даній експозиції ми бачимо найкращі роботи міжнародного конкурсу, присвяченого екології, захисту природного середовища і 30-літтю. В экспозицию вошли 35 плакатов дизайнеров из 14 стран мира, которые отражают их мысли и чувства по поводу трагических событий прошлого. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Пожилые крымские татары, пережившие депортацию, спели песни в селах и городах, где они родились, но куда не смогли вернуться. В Крыму стартовал проект студии «Дегермен» «Кечке Калган Туркулер». Главный критерий отбора участников – это то, что они не живут в своих деревнях. Пожилых людей туда отвозят и записывают. Герои цикла – непрофессиональные певцы. Проект «Кечке Калган Туркулер» посвящен 18 мая. К этой памятной дате планируется выпустить 18 сюжетов. Съемки продолжаются. Видеозаписи будут переведены на английский, турецкий и украинский языки. Создатели проекта подчеркивают, они все делают за счет собственных сил и средств. Самолетlar kelip de kelip bombalarını da taşladı. Военного освобождения Крыма нельзя отвергать. Для этого наша армия должна наращивать потенциал. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в интервью Пятому каналу. Также, по его словам, Украина недостаточно сотрудничает со странами Черноморского бассейна – Болгарией, Румынией, Грузией и Турцией. Этим государствам, утверждает Чубаров, тоже может угрожать Россия. Основними факторами це має бути економічні, тобто санкції, дипломатичні, політичні, але військовий фактор, він не може просто так, знаєте, бути відкинутим на останню чергу. Но ми маємо робити, власне, виконувати частину домашнього завдання, це укріплення армії,
Ми маємо наділяти дуже велику увагу флоту, але знову повторюю, лише сил України, щоб хоча б просто присутністю, знаєте, такої військової сили змусити Росію не займатися далі дурницями, ми не спроможні. У нас настільки не вистачає сил. Ми маємо наділити більшої уваги співпраці з країнами Чорноморського басейну, оскільки вони відчувають не меншу загрозу, ніж Україна. В Херсонской области началась волна гражданских акций против блокады Крыма. Первый заместитель председателя Херсонской областной госадминистрации Валентина Сычева считает, что на протесты выходят те, кому блокада выгодна экономически, и те, кто ставит свои собственные интересы выше безопасности государства. У нас прикордонна територія, і багато людей знаходяться під впливом російської пропаганди. А деяка частина людей взагалі мають там бізнеси. І їм блокада, економічна блокада, дуже і дуже не до вподоби. У нас взагалі дуже багато фермерів свою продукцію возили саме на Крим. І звичайно, що люди не дуже радіють з того, що вони загубили свої ринки збуту. Але коли стає така ситуація, чи незалежність батьківщини, чи пошук нового ринку збуту, то я думаю, що вибір очевидний. Має бути незалежність України. В Геническе местного предпринимателя Тимура Раджабова, торгующего фруктами, посетили с обыском правоохранители. Искали документы, связанные с деятельностью фирмы «Тарсус», компании-партнера турецкой фирмы, которая занимается паромными перевозками Зонгулдак-Скадовск. Ее подозревают в сокрытии налогов. Детали в сюжете. С обыском к семье Раджабовых правоохранители наведались утром около 8 часов, через несколько минут после того, как владелец дома ушел на работу. Хозяйка дома утверждает, ожидали, когда ее сын выйдет из дома. Они ждали там машины подалеку ставили, ждали, пока он выйдет, потом зайти, чтобы дома мужиков нету. Естественно, они это все знали. Женщина их не впустила, пока сын не вернулся. Следователи зачитывают постановление об обыске. Ухвала Херсонського міського суду про проведення обшуку за адресою міста Геническ, провулок Сонячний, 10. В доме Раджабовых, которые занимаются продажей фруктов, ищут документы о деятельности фирмы «Тарсус». В декабре прошлого года именно через эту фирму в Скадовский морской порт после долгого перерыва зашло первое за несколько лет судно с мандаринами и апельсинами. Сейчас ее обвиняют в неуплате налогов. Какое отношение к фирме имеет Тимур Раджабов, следователи не объясняют. Питання, які вас цікавлять, будуть надані вам. Тобто сьогодні ви коментарів не надаєте? Саме так. В доме заглядывают везде. Понятым вам видно? Да. В спальне находят чеки на приобретение фруктов с печатями фирмы «Тарсус». Раджабов. Покупатель. Раджабов. Он же не выписывал. Но этот документ буде вивчено слідчим. Додатково даний документ має відповідь з печатки підприємства «Тарсус ОЕ». Мы его купили в Кабанях. Апельсины, мандарины эти, которые я даже не знаю, в каком году это все. Даже, вот. У меня никаких отношений там никакими Тарсусами нету. Никаких вообще. Я первый раз вообще слышу, что имя, слово это Тарсус. На каком основании они унизили мою семью, прошли здесь. Везде полностью все перевернули. Обыскав дом, следователи обыскивают и автомобиль. Однако там не находят никаких документов. Адвокат семьи говорит, обыск провели с нарушениями законодательства. На сегодняшний момент ни следователь, который проводил здесь обыск, ни кто из участников обыска, которые прибыли с фискальной службы города Херсона, не показали нам, на каком основании вот эти люди, Раджабов, причастны к данному предприятию, к укрытию от налогов и так далее. Семья Раджабовых собирается подавать в суд за нанесение морального ущерба. Альме Эмирсале, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Журналисту Савику Шустеру, имеющему гражданство Канады, аннулировали разрешение на работу. Осенью 2015-го фискальная служба начала проверку деятельности продакшена «Савик Шустер Студия».
Впоследствии Шустер сообщил, что служба составила акт о нарушении налогового законодательства на сумму более 13 миллионов гривен. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики требует пригласить в пятницу на час вопросов к правительству председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова для отчета по делу о проверке организации «Савик Шустер Студия». Я считаю, что время выбрано совершенно не случайно, потому что сегодня 30-я годовщина Чернобыля, журналисты заняты другим, потом Пасха, пасхальные каникулы, потом майские, депутаты соберутся 10 мая, а 10 мая уже все забудут. Поэтому я думаю, что время выбрано вот именно так. Все решено за один день, за 25 число. Вчера все было решено с утра до вечера. Поэтому мне кажется, что все люди, которые это видят и слышат, прекрасно все понимают. Конечно, я остаюсь в Украине. И, конечно, я буду работать. Я могу работать бесплатно, без разрешения на работу. Вот я волонтер. Для того, чтобы быть волонтером, не нужно никакое разрешение на работу. А что касается фискальной службы, это не то, что мы не платим налоги. Вот еще раз я повторяю, нам дают 10 миллионов гривен штрафа за то, что мы выходили в эфир на телеканале Первом национальном за 12 гривен, но взамен получили возможность продавать рекламу и спонсорство. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.